Здравствуйте, Уруд Шакирович. Расскажите, пожалуйста, как вам сегодняшнее мероприятие и в чем его прикладная значимость для Астаны и для Казахстана в целом? Здравствуйте. Я могу сказать, что я очень рад, что такие мероприятия проходят, что это стало такой доброй традицией на сегодняшний день в Астане, потому что транспортная система городов больших, столиц, она всегда находится в очень важном месте, так как тенденция развития их очень такая актуальная. И все города растут, конгломерации растут, людей все больше в городах. Поэтому транспорт — это как кровеносная система города. Он должен четко работать, функционировать, без заторов и так далее. А чтобы в завтрашний день, развивая транспортную систему города, не оказаться в прошлом, необходимо все вот эти тенденции быть в тренде. Поэтому мы сегодня видим здесь очень много коллег с разных стран, с развитых стран приехали, они рассказывают про свои тенденции развития их городов. Много уже новшеств, которых сегодня они вводят. Много то, о чем они уже думают сегодня, что будет завтра происходить. Поэтому для Астаны, как для динамично развивающегося города, я думаю, это очень такое хорошее мероприятие, которое очень значимый эффект даст для города, для его развития, для понимания, что делать завтра, через год, через 5 лет, через 10 и так далее. А расскажите, пожалуйста, вот говоря об Астане, как вы оцениваете возможности столицы именно в развитии транспортной инфраструктуры? Я думаю, здесь нам очень повезло со столицей, потому что одна из самых молодых столиц, как мы знаем, развивающаяся столица. У нас сегодня есть возможность сделать что-то, что нету у большинства столиц этого мира. Изменить что-то, а мы сейчас с чистого листа начали. Поэтому очень правильное и разумное, конечно, решение было по переносу столицы. Мы сейчас с чистого листа можем все это планировать на поколение вперед, на десятилетия, на столетия вперед, запланировать и сделать так, чтобы комфортно было через 10-20 лет перемещаться общественному транспорту, легковому транспорту, пешеходному, велосипедному транспорту. Поэтому именно для Астаны это, как мало для каких городов, я думаю, это очень актуальная тема. Сейчас об этом задуматься и делать все как надо, как положено, правильно, обмениваясь опытом с другими развитыми столицами, городами, странами. Вот сейчас в Казахстане ведется активная такая политика по развитию отечественных производителей. Вообще, это очень актуальная тема по развитию собственного производства в нашей стране. Как вы оцениваете, какова роль отечественных производителей именно в реализации комплексной программы по модернизации транспортного комплекса столицы? Ну, на сегодняшний день, как вы знаете, группа автомобильных компаний «Алюравто» на производственных площадках в городе Кустанае, СРРК «Автопром», имеет 33 модели легковых автомобилей, плюс 8 моделей коммерческого транспорта. С этого года началась сборка как раз-таки автобусной техники, поэтому наша группа очень активно участвует в обновлении транспортной сети транспорта и города Астаны, и республики, и во всех его регионах. Поэтому вот сейчас с поддержкой государства идет очень хорошая льготная программа по приобретению автомобилей как для физлиц, так и для компаний в лизинг. Поэтому мы активно участвуем на самом деле в обновлении. И я думаю, что в течение 2-3 лет парк столицы очень сильно изменится. Он сегодня уже достаточно серьезно изменился, потому что, если окунуться в историю, 2-3 года назад парк свыше 10 лет автомобилей был 80% автомобилей, которым больше 10 лет. На сегодняшний день эта уже цифра упала до 6 лет и так далее. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года эта цифра будет около 30%, наверное, у нас останется старых машин. Плюс, вы знаете, запустили программу утилизации, которая тоже сейчас активно начнет работать. И все это скажется, я думаю, в омоложении автомобильного парка столицы и автобусного в том числе. Спасибо большое. Я желаю вам успешной работы на конференции и успехов. Спасибо. Спасибо.